Настоящая праздничная атмосфера. Звуки лезгинки слышны по всей округе селения Бердюрт. Так весело сегодня проходят выборы президента. На 814-м участке зарегистрировано 280 избирателей. К полудню второго дня уже успели проголосовать более 50% жителей. В Бердюрте всегда следуют своим традициям и зову сердца. Каждый прекрасно понимает, от галочки в бюллетене зависит будущее всей страны. Россия – сильная держава, за которой должен стоять сильный лидер. От кандидата ждем стабильности, процветания для республики, ну и для страны в общем. Среди голосующих есть и те жители, которые подали заявление на дистанционное участие в выборах. Их по спискам члены избирательных комиссий с передвижными ящиками для голосования и бюллетенями посетят 17 марта. Условия хорошие и ждем каждого. Мне кажется, это долг наших граждан, нашей Родины. И приходите, голосуйте, мы вас всех ждем. К выборам президента России ответственно подошли и жители селения Чемульга. Здесь развернули тематическую выставку, посвященную важному политическому событию. Вместе с педагогами дети сделали поделки, какой они видят большую многонациональную Россию, и выучили стихи. Чтобы России процветать, людям нужно выбирать и на выборы ходить, верить, будем лучше жить. Когда я вырасту и стану избирателем, на выборы пойду вполне сознательно. Знаю точно я, друзья, точка зрения важна моя. И действительно важна точка зрения всех и каждого из нас. Выставка проходит в Доме культуры, а сам избирательный участок расположен в местной школе. На 815-м УИКе должны по списку проголосовать 356 человек. 58% от этого количества уже сделали свой выбор. По словам председателя УИК, в первый день утром и после джума намаза поток людей был большой. И сегодня голосующие постепенно подходят. Люди идут, голосуют, вроде настроение хорошее. Люди понимают, как это важно прийти на участок, проголосовать за будущее нашей страны. Также они могут проголосовать вне помещения. Для этого они или же письменно, или же в телефонном режиме передают. И мы принимаем до 14:00 17 марта. Передают заявление? Заявление передают и могут через телефонный звонок тоже передать. И затем члены УИК выезжают, и они могут проголосовать вне помещения. Избиратель может узнать, на каком именно участке должен проголосовать в личном кабинете на портале госуслуг. На участке предусмотрели все удобства для голосующих. Есть комната матери и ребенка, игровой уголок, а также медпункт. Здесь есть возможность оказать первую медицинскую помощь, измерить температуру и давление. Всего на участке установили 3 кабинки для голосования, один из которых для людей с ограниченными возможностями здоровья. В основном, ближе к воскресному дню приходят семьями, группами приезжают. Голосуют люди активны, доброжелательны. Спрашивали, можно ли вне помещения голосовать в устной форме и в письменной форме. У нас были обращения. Мы их отмечали и думаем, что к выезду уже готовы. Свой осознанный и уверенный выбор сделала и Лейла Амриева. Скажите, пожалуйста, что вы ждете от кандидата и почему вы решили, что вы обязательно должны проголосовать? Я жду светлого будущего для своих детей, для всех детей. Жду, естественно, мира на земле, чтобы был конец всем войнам, ну и всего самого наилучшего, конечно же. В отдаленном сельском поселении Аршты также ровно в 8 часов утра свои двери открыл УИК под номером 816. Здесь должны проголосовать по списку 882 избирателя. Вчера активность была очень такая бурная. Более 500 человек уже пришли на выборы, проголосовали. Ждем. И сегодня с утра голосуют, вы уже видели. Завтра, как вы думаете, много будет желающих? Думаю, что оставшиеся завтра тоже подтянутся. Особое внимание на всех участках уделяют безопасности. В России были зарегистрированы попытки помешать проведению выборов. В Ингушетии все проходит спокойно и без нарушений. Сегодня я пришла сюда, чтобы отдать свой голос и выполнить свой гражданский долг, скажем так. В первую очередь я, конечно же, жду процветания нашей страны и мира над нашей землей. На участке также созданы все необходимые условия для проведения выборов. Именно в заключительный день ожидают высокую явку избирателей. Рина Цичоева, Хамзат Хулухоев, Магаз 24.